В доме Эмирасановых вода стояла больше 2 суток. Бытовая техника и мебель пришли в негодность. Семья вынуждена была покинуть свой дом. Сейчас здесь ведутся ремонтные работы, однако в доме до сих пор влажные стены и стоит едкий запах сырости. Мы вынуждены здесь не жить, потому что невозможно. Кухня у нас вся, нету плиты, где готовить. Также и бабушка старая, 86 лет, там все у нее затопило, все сыро. Ребенок у нас маленький, 5 месяцев. Мы вот стараемся своими силами как-то себе условия создать, чтобы вернуться домой, потому что живем у родственников уже 2-ю неделю. Дома в Гвардейском затопило 28 июня, когда воду из переполненного Симферопольского водохранилища сбросили в Салгир. Тогда затопленными оказались сотни домов в крымской столице, Симферопольском и Белогорском районах. В дом Виктории Николаевой, который находится недалеко от Салгира, вода хлынула сильным потоком и в считанные минуты заполнила все помещения. Спасти имущество женщине не удалось. Дом нуждается в капитальном ремонте. 2 недели прошло, вот можете обратить внимание, сырость, вот стены. Это все нам, полы мы сорвали. Вот смотрите, аккуратнее, вот обои, по-любому это все приходится срывать. Посмотрите, какая сырость под обоями. Вот. Это столько воды у нас было. Полы все. Нужен тут капитальный ремонт. Нужно заливать полы, делать стяжку. Двери. Вот я несколько лет назад поменяла все двери. Ни одна дверь не закрывается. Повело все двери. Я живу одна. Оклад у меня 16 тысяч. Я могу на свою зарплату это все сделать. Мне привезли песок, щебень. Цемент. Это на 20 тысяч. Это только начало. Но чтобы самое меньше 1050 надо вот хоть и комнаты небольшие, это все нужно залить. Жить здесь, сами видите, невозможно. Ни в одной комнате. У меня затоплены все комнаты. Пострадал и дом Ягьяевых. Многое из имущества хозяевам все же удалось спасти. В первые минуты, когда вода начала прибывать в дом, они установили на ее пути мешки с песком. Всю ночь закрывались, баррикадировались, а утром ждали, что не будет, и вода стала поступать, и все, страх, и мы все поднимать, все, что можем. И утром вышли, и все своими силами, все вытаскивать, все вещи, все шкафы на улицу, весь линолеум, весь ламинат, вот так вот поднимали и выносили. И вот живем вот в таких условиях. Мы сделали ремонт, мы еще не успели прожить, мы в сентябре только кухню поставили. И не успели насладиться ремонтом, ламинатом свежим. Больше 2 недель уже прошло. Включаем вентиляторы, чтобы сильный сквозняк создать. Пока что еще все сыро, вон под стенами все еще сырая стяжка видно. Потому что земля под стяжкой еще до сих пор сырая. Он будет тянуть влагу и тянуть еще, наверное, до конца лета придется все сушиться. Молодая семья Нурлыевых с новорожденным ребенком не могут вернуться в свой дом. Единственная их надежда на компенсацию, обещанную органами власти. Сейчас тут жить невозможно. Все осыпается, сырость. Семья моего сына не может вернуться в эти стены. У меня на днях родилась внучка, но вернуться они в этот дом не могут. Когда будет оказана какая-то материальная помощь, чтобы восстановить хоть что-то? Специальная комиссия по оценке ущерба уже собрала у пострадавших все необходимые документы. Однако, по словам местных жителей, выплат они пока не дождались. Хотя бы начали бы 10 тысяч давать, хоть как-то компенсировать. Пока тишина. Я могу, конечно, начинать делать этот ремонт, занимать деньги, но это сколько денег нужно, чтобы сделать вот это, восстановить хотя бы все, что было. У нас скважины у всех, станция стоит. Я полгода назад поменяла новую станцию. После наводнения станция не работает. Я также вчера спрашиваю, мне говорят, а станция не входит, можете поехать на Павленко, вам там скажут, что станция, если бы она у вас дома стояла, как я эту махину в дом поставлю? Я вообще не понимаю. Первая комиссия все записали, а теперь, оказывается, уже не входит.
По словам главы Гвардейского постсовета, заявления для получения компенсации от большинства пострадавших уже приняты. Наши сотрудники и депутатский корпус ходили по каждому дому, заполняли эти документы. То есть это было сделано в очень короткие и быстрые сроки. Потом эти документы были переданы в ДТСЗН. Вот. Они проверили, ну и сейчас проверяют, находятся какие-то там неточности, какие-то отклонения, где-то что-то не учли, что-то не вписали. И вот там, где не учли, не вписали, эти документы опять же возвращаются нам, и опять оказываем помощь в заполнении этих документов и повторно их отправляем. Всего в 3 регионах органы власти признали пострадавшими 2292 человека. Каждому обещают выплатить 10 тысяч рублей. Семьям, чье имущество было полностью испорчено, компенсируют по 100 тысяч. Всего на выплату компенсации выделено 28 миллионов 150 тысяч рублей.